Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Виновник обнаружен. Предъявлен расчет ущерба для возмещения вреда окружающей среде. Кто сливает воду в Шошму и вредит ее состоянию, узнал Рамиль Шайдуллин. Прирост заболеваний ковид по сравнению с июнем увеличился на 60%. Перестали беречь себя. Посмотрите, зайдите в торговые центры, зайдите в какие-то помещения, где есть скопление народа. Масочный режим не действует. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике представит Вероника Гайнудинова. Его открытие жители ждали 6 лет. Приходится не через весь Зеленодольск проезжать, чтобы попасть в город Волжск. Ждем открытия. Очень ждем. Когда новый мост в Зеленодольске снова соединит две части города, жилую и промышленную, увидела Наталья Мизина. От разрушения до возрождения. Проникновение западной культуры с восточной и наши местные традиции. Все здесь очень ярко выражено. Выставку, посвященную возрожденному собору Казанской иконы Божией Матери, увидела Алия Хайрудинова. Вопиющий случай произошел в Набережных Челнах. В одном из дворов мужчина сбросил с качелей чужого ребенка. Шокирующее видео появилось в соцсетях. Как пишет автор, оно снято на детской площадке возле дома 58/25. На этих кадрах видно, как мужчина силой бьет качели, в результате чего ребенок лицом ударяется об доску. Очевидцы вмешались в ситуацию. Как сегодня стало известно, у ребенка повреждена грудная клетка. Родители написали заявление в полицию. Сейчас материалы по данному факту из УВД переданы в Следственный комитет Набережных Челнов. Также проверку начала прокуратура республики. Появилась информация о том, что на детской площадке в Набережных Челнах мужчина сбросил девочку с качелей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле прокуратуры. Президент Татарстана сегодня побывал сразу в двух районах – Нурлатском и Черемшанском. На полях вместе с аграриями обсуждал, как идет уборка урожая. Год непростой. Погодные условия не сулят рекордов. По данным Министерства сельского хозяйства, в среднем урожайность зерновых пока 18,5 центнеров с гектара. К уборке приступили в 42 районах, во всех, кроме Отнинского. Больше всего хлеба собрали в Мензелинском районе. Какие показатели в Черемшанском и Нурлатском. И как там идет уборочная страда, узнаем из репортажа. Далее. 7 тысяч, если по тонне, где-то 8 тысяч, наверное, будет подсолнуха. О ходе уборочной президенту докладывают прямо в поле у села Нижняя Кармалка. В Черемшанском районе собрали больше 5,5 тысяч тонн хлеба, убрано больше 3 тысяч гектаров. Урожайность пока невысокая, 18 центнеров. Полным ходом идет и сенокос. Заготовку кормов президент призывает держать на особом контроле, при необходимости закупать их в соседних регионах. Сохранение поголовья и поддержка личных подворий – задача номер один. По ЛПХ надо подтянуться, конечно, и с поголовьем, с населением надо активно работать. Те гранты, которые... Во-первых, сохранять у вас снижение, да, надо кормами в каждой подворье, надо договариваться, чтобы они... гарантии нужны. Засуха не сулит аграриям рекордных урожаев. Уже сейчас хозяйства думают о лете 2022 года. Планируют применять препараты для защиты и питания растений. В районе работает комплекс по производству таких растворов. Здесь 6 компаний, здесь 6. Это позволяет обрабатывать две разные культуры одновременно. Рапс и подсолнечник. Какая помощь нужна, спрашивает сельчан президент уже за обедом. Стол накрыли прямо в поле. О насущном говорят неформально. В Нурлатском районе Рустам Миниханов побывал на ячменном поле агрофирмы «Южная». Здесь о ходе уборочной ему докладывали руководители хозяйства, главы поселений. Как и во многих районах, из-за засухи здесь тоже увеличили объем вносимых удобрений. Дождей здесь не было почти 2 месяца, поля пошли трещинами. Лимитирующий фактор – влага. У нас не хватило влаги для роста, развития растений. Из-за этого урожайность в этом году чуть-чуть ниже, чем в том году. Сейчас руководители хозяйств подсчитывают убытки и рассчитывают на господдержку. Экономически, конечно, если мы планировали и получаем в 2 раза меньше урожая, однозначно, конечно, это уже не та рентабельность, которую мы хотели. По нашей компании тоже, да, я думаю, что мы, мы за последние 2 года инвестировали в развитие холдинга 800 миллионов рублей, 867, если быть более точным. Президент пообщался с участниками потребительского кооператива «Заготпром». В прошлом году он выиграл грант Минсельхоза. Средства пошли на реконструкцию цеха переработки мяса. В результате уже сейчас появилось 10 новых рабочих мест, и это только начало.
Горячая пора в Нурлате сейчас и у строителей. До конца года в порядок должны привести 16 дворов. У дома номер 4 по улице Школьная работы уже завершены. Вечером здесь особенно собирается очень много людей, и можно с кем даже подружиться. Побывал Рустам Миниханов в Нурлатском центре детского творчества. Объект ввели в строй год назад. Сейчас здесь занимается около 2000 ребят. Юлия Гоглева, Давид Абдуллин, Татарстан. В реке Шашма гибнет рыба. С мольбой о помощи жители Балтасинского района обратились в Министерство природы России, Федеральную общественную палату. Они считают, причиной мора рыбы в реке может быть загрязненная вода. Мы рассказывали месяц назад, как Шошма окрасилась в белый цвет. Потом рыбаки обнаружили мертвую рыбу. Кто виноват и что будут делать? Рамиль Шайдуллин разбирался в ситуации. Если хоть одну рыбу сейчас поймаем, это уже очень хорошо. Много лет Валерий Тихонов тщетно ходит сюда на рыбалку. Это река Шошма. Некогда она была полна рыбы, но как только стала белеть, жители утверждают, рыба стала умирать. Все, рыба вымирает. Все отходы сюда на Шошму кидают. Вот поэтому рыба исчезает. Пескарики сдохли все. Мертвую рыбу находят в воде и на берегу, причем с каждым днем все больше. Умирают не только взрослые особи, но и мальки. Местные жители за помощью стали обращаться в различные инстанции. Они считают, в районе этот вопрос в течение нескольких лет не решается. В этом году уже обратились Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзор, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Общественная палата РФ, постоянно действующая комиссия по экологии, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Республиканская общественная экологическая приемная и Центральная приемная партия «Единая Россия». Мы ждем результата. Сегодня на встречу с жителями приехали экологи. Недавно они отобрали пробы и выяснили, что в воде критично превышены фосфаты и нитриты. И сегодня экологи назвали виновника экологического бедствия. Как и предполагали жители, им оказался местный молкомбинат. Нами определено, что наибольший вред оказан ООО «Арща», Балтасинский молкомбинат. По данному факту составлен протокол. Они приглашены на рассмотрение данного протокола. После вынесения наказания в виде штрафа им еще будет предъявлен расчет ущерба для возмещения вреда окружающей среде. В конце июня, когда мы снимали репортаж о загрязненной Шошме, представитель Балтасинского молкомбината утверждал, что они сливают в реку только очищенную воду, а в белый цвет реку окрашивают растения. У нас в воде присутствует частичный фосфат. Из-за этого фосфата начинает цветение воды. И вот эти цветы как бы дают белый цвет. Однако отсюда видно, что эта белесая вода вытекает ровно из этой трубы. И если приглядеться, видно, что сточные воды оставляют точные границы, которые делят воду на белую и сравнительно чистую. Здесь она смешивается и получается что-то похожее на молочную пенку. Труба принадлежит Балтасинскому молкомбинату. Теперь, по словам экологов, его собственнику, обществу «Арща», грозит штраф. Пока это 80 тысяч рублей. Сумма может вырасти до 300 тысяч. Сейчас к расследованию дела подключились сотрудники Госкомитета по биоресурсам. Они подсчитают урон природе от действий нарушителя. К этой теме мы еще вернемся в выпусках новостей. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Балтасинский район. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. В России сегодня вновь побит антирекорд по суточной смертности от коронавируса. Умерли 799 человек. В Татарстане новая тенденция. Начали заболевать люди со значительным количеством антител. Это те, кто болел в первую и вторую волны пандемии. Минздрав призвал вакцинироваться вне зависимости от количества антител. В Татарстане не зафиксировано смертей после прививки от ковид, сообщил Владимир Жаворонков. В ближайшие сутки в Татарстан поступит новая большая партия вакцины. По сравнению с аналогичным периодом июня текущего года заболеваемость увеличилась почти на 60%. Число заболевших растет второй месяц. Сегодня в республике вновь 51 новый случай заражения. Становится больше заболевших британским и индийскими штаммами. Защитит вакцинация, но на прививку не спешат те, у кого есть антитела. После перенесенного ковид, говорит Любовь Авдонина. Вакцинироваться необходимо
после 6 месяцев после перенесенного заболевания. На сегодня нет защитного уровня количества антител, поэтому на сегодня вакцинироваться необходимо вне зависимости от наличия и вне зависимости от количества антител. Темпы вакцинации растут третью неделю подряд. Из-за ажиотажа в некоторых пунктах заканчивается препарат. Из-за этого временно не прививают в Меге, Южном и на станции метро Дубравная. Как поступит вакцина, там можно будет сделать прививку. Большую партию в Татарстане ждут на днях. В Минздраве отмечают, сейчас вырос спрос на Ковивак. В поликлиниках формируют листы ожидания. Сейчас очень много запросов по Ковиваку идет. Население стоит перед выбором. Либо ждать. Очевидно, что регулярность поставок и количество поставляемой вакцины в единицу времени спутника значительно больше, чем Ковивака. И население стоит перед выбором. Либо я буду ждать месяц, два, я не знаю сколько. Да? Либо вот я могу сейчас привиться спутником. По мне лично, все-таки вакцинация спутником – это гораздо более правильное решение, чем подвергать себя риску в ожидании вот этого самого Ковивака. С 31 до 78 увеличилось число организаций, которых Роспотребнадзор обязал привить своих сотрудников. На этих предприятиях обнаружены очаги заражения. Также в Минздраве отметили, в Татарстане не зафиксировано смертей после прививки. В подавляющем большинстве пунктов вакцинации есть возможность 30 минут провести под наблюдением медицинского специалиста. Для чего? Мы боимся анафилактического шока. В вакцине нет компонентов, которые могут не то что спровоцировать, а явиться прям причиной смерти. В Минздраве отмечают, вакцинацию во дворах планируют продолжить. Там чаще прививаются пожилые люди. А среди них в республике низкий процент привившихся. Вакцинацию больше проходят молодые люди. В Минздраве обратились к молодежи, чтобы они приводили своих бабушек и дедушек. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня прививку от коронавируса сделал руководитель команды «КамАЗ-Мастер» Владимир Чагин. Как признался гонщик, переболел ковидом год назад и, несмотря на достаточное количество антител, решил вакцинироваться, чтобы не заболеть повторно. Сейчас прививку от коронавируса сделали более 17 тысяч сотрудников КамАЗа. Половина из них получили вторую дозу. В Набережных Челнах работа в пунктах вакцинации продолжается. Медики принимают жителей с 9 утра и до 7 вечера. Безусловно, в нашем деле, в большом спорте, болеть некогда. Я ребятам говорю, на больничные с коронавирусом не отпущу. Вот прививайтесь и будьте здоровыми и трудоспособными. Сейчас после гонки время у нас немножко освободилось. Мы сейчас готовимся к отпуску. И время как раз я решил сделать эту вакцину, чтобы защитить себя, защитить своих близких. В Зеленодольске готовят к открытию главный путепровод через железную дорогу. Сегодня с инспекцией на объект приехали специалисты Госстройнадзора. Они проверяют соответствие конструкции проекту. Только тогда здесь могут запустить движение для автомобилей и пешеходов. Напомним, строительство путепровода в Зеленодольске началось в декабре 2019-го. Жители неоднократно жаловались на ветхость конструкции. Как новый мост изменит их жизнь, узнала Наталья Мезина. Я работаю на грузовом автомобиле. Тяжело приходится мне через весь Зеленодольск проезжать, чтобы попасть в город Волжск. Утром и вечером в городе вообще транспортный коллапс настоящий. Объезжать приходилось через Мирный, то есть где-то каждый день крюк лишний, порядка 6 километров. Туда-сюда проехать. Добираться из одной части города в другую жителям Зеленодольска пока приходится в объезд. Здесь, на улицах Озерная и Новостроительная, 1,5 года назад началась масштабная реконструкция моста. Работы завершены, объект принимают. Отчет. 9 метров. Ширина проезжей части 9 метров. Все строго по проекту. Обе стороны моста оборудованы 1,5-метровыми тротуарами для пешеходов, а безопасность жителей на новом путепроводе обеспечивают оцинкованные ограждения. Высота барьерного ограждения 75 сантиметров. Барьерное ограждение оцинкованное. Старый мост построили 50 лет назад. Ремонт за это время не проводили. Открытие этого моста жители Зеленодольска ждали почти 6 лет. С 2015 года они неоднократно жаловались на обветшалость моста. И вот оно, обновленное дорожное полотно длиной почти 1/4 километра. Теперь оно снова соединяет две части города – промышленную и жилую. Госстройнадзор проверяет, соответствует ли построенный мост проекту. После пакет документов передадут в исполком Зеленодольска и только потом ведут в эксплуатацию. На сегодняшний момент пока проверка в процессе идет. Пока нарушений не выявлено, но мы будем все до конца полностью проверять. Это у нас и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, устройство фундаментов, опор,
монтаж пролетов, устройство подходов, все, что входит в проект. Сейчас в Татарстане ведется строительство и реконструкция 15 мостовых переходов. 9 из них планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольск. Припекло. Пассажиры забросали чиновников в Казани по транспорту жалобами на отсутствие остановочных павильонов. Что ответил город? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Эко-волонтеры сегодня вышли на очистку Волги. Так они присоединились к федеральному проекту «Чистая Волга». Он проходит в 6 крупных волжских городах, в их числе и Казань. Все детали акции у Светланы Звонаревой. О состоянии водных объектов республики и ответственному отношению к экологии говорили за круглым столом в рамках второго этапа проекта. То, что мы будем оставлять нашим потомкам, в каком состоянии, это одна из важнейших, так скажем, составляющих качества жизни нашего сегодня и завтра. Сегодня очень хороший момент обозначить те направления деятельности, в которые может интегрироваться бизнес сегодня, для того, чтобы внести свой посильный вклад в устойчивую экологию региона. Проект «Чистая Волга» осуществляет Московский некоммерческий фонд «Без рек, как без рук» при поддержке аффилированных компаний Philip Morris International в России и Национального совета по корпоративному волонтерству. Поддержку проекта оказывает Министерство экологии и Торгово-промышленная палата Татарстана. Ее представители вместе с другими волонтерами, компанией участников Национального совета по корпоративному волонтерству в республике, приняли участие в уборке береговой и прибрежной линии Волги. Наша задача с помощью коллег, с помощью предпринимателей, с помощью крупного бизнеса, корпоративного бизнеса показать необходимость чистоты. Хочется жить в чистоте и оставить эту чистоту для будущего поколения. За несколько часов активной работы волонтерам удалось собрать порядка 100 килограммов мусора с прибрежной полосы реки Волга. КАМАЗ в Набережных Челнах построит открытый парк-музей. На полях Татарстана будут выращивать семена австрийской селекции, а в одном из жилых комплексов Альметьевска появится многоуровневая парковка. Сегодня в Доме правительства на заседании инвестиционного совета Рустаму Минниханову презентовали новые проекты. Он отметил, несмотря на эпидобстановку в мире, Татарстан продолжает привлекать и поддерживать инвесторов. С чем они готовы прийти к нам? О сути презентованных проектов расскажет Илья Хайрудинова. Первый КАМАЗ, сошедший с конвейера завода 45 лет назад, сможет увидеть каждый, посидеть в кабине, сделать памятное фото, а еще познакомиться с современной линейкой автогиганта. Сегодня в республике утвердили новый инвестиционный проект. КАМАЗ вложит 80 миллионов рублей в строительство парка-музея под открытым небом. КАМАЗ для города, город для КАМАЗа. Мы можем позволить себе и должны это сделать парк и сделать это новым местом для отдыха горожан, в том числе и наших работников, и, соответственно, неким туристическим объектом для города. Проект Рустам Минниханов одобрил и отметил, челнинцам и гостям города будет интересная история развития крупнейшего автопроизводителя. Руководству республики сегодня на инвестсовете представили 3 новых проекта. Компания достаточно сильно развита. У нас 4 семенных завода в Австрии, множество селекционных станций. Так, австрийская компания начнет выращивать семена на полях республики. Сам завод разместят на территории особой экономической зоны Алабуга. Продавать будут в регионах Поволжья. Четверть семян будут экспортировать в Казахстан, Монголию и Узбекистан. Текущие точки производства семян находятся в Центральном федеральном округе, то есть достаточно далеко. И на стоимость семян падает достаточно высокая транспортная составляющая, что, естественно, не удобно нашим конечным клиентам. Рустам Минниханов подчеркивает, из-за климатических условий Татарстана важно обратить внимание на засухоустойчивые сорта. Одобрил он и проект компании «Татнефть» в Альметьевске. Здесь появится многоуровневый паркинг. Благодаря ему планируют разгрузить от автомобилей близлежащие дворы. За прошлый год, за 2020 год, если мы возьмем, к сожалению, только 12 муниципальных образований активно выносили проекты на рассмотрение инвестиционного совета. Это, конечно, во многом зависит от позиции глав районов на местах. Хотят ли они работать над привлечением частных инвесторов или они хотят только довольствоваться, так сказать, бюджетным финансированием. На передовых Казань, Челны, Елабуга, Нижнекамск, Зеленодольск, Мамадыш, Пестрецы. В этот раз все 3 проекта были поддержаны членами инвестиционного совета. Объем инвестиций составит 1,8 миллиардов рублей. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Татарстан. Политическая конкуренция в Татарстане высокая. Об этом говорили сегодня на круглом столе в Общественной палате республики. Он был посвящен политической конкурентности в России. В нем приняли участие эксперты независимого общественного мониторинга, представители партий и общественных организаций.
Общественная палата республики вышла с инициативой создания общественных штабов. Таким образом, избиратели смогут контролировать ход выборов и следить за ведением кандидатами открытой и законной агиткампании. На сегодня закончились ведь сроки подачи документов. Представлены 15 партий общероссийских и 31 зарегистрированной. То есть это означает, что довольно высокая политическая конкуренция предстоит. Мы говорим сегодня о политической конкурентности, и выборы – это как раз-таки финал, можно сказать, политической конкурентности среди политиков, среди политических партий. Мы все с вами в этом заинтересованы, чтобы у нас в республике выборы прошли честно, открыто. Конечно же, за конкуренцию. Нам все-таки хочется, чтобы было ее больше, потому что единственное, что происходит в конкурентной среде, повышается качество товара или услуги. Нам это надо. Буквально 1,5 года назад наша партия была зарегистрирована, мы уже успели поучаствовать в выборах, и это еще раз доказывает то, что действительно конкурентность растет. Однако мы считаем, как партия, то, что ее можно увеличивать. Увеличение количества партий и кандидатов не является на самом деле проблемой. Главное, чтобы эти люди, эти политические силы решали реальные проблемы. И сегодня в Казани открылась масштабная выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение». В залах 300 экспонатов, собранных со всей России. Алия Хайрудинова одна из первых увидела их. В залах Музея изобразительных искусств эскизы росписей, икон и мозаик фасадов Казанского собора, а также материалы внутреннего убранства пещерного храма. Многие из них стали ключевыми документами при изучении истории Казанского собора. Это материалы 4 столетий, которые хранились в фондах Национального музея и Музея изобразительных искусств. Часть экспонатов привезли из городов России. В залах 300 экспонатов. Часть из них связана с восстановлением собора Казанской иконы Божией Матери. 5 лет сотрудники музея корпели во множестве архивов и музеев. Так нашлись аналоги произведений искусства, на основе которых воссоздавалось убранство заново отстроенного собора. Для нас было потрясающе интересно, потому что мы впервые были вовлечены в столь знаменательный проект. Знаменательный и в России, и, конечно, для нашей республики. Вы понимаете, что такое сейчас паломнический мир вообще вновь ринется к нам в Казань. У Тулина была графическая работа. Выставку сегодня осматривал митрополит Кирилл. Он отметил, здесь каждый может соприкоснуться с прекрасным и святым, увидеть путь собора от разрушений до возрождения. То, что мы сегодня видим здесь, и как это взаимосвязь и проникновение западной культуры с восточной, и наши местные традиции. Все здесь очень ярко выражено. Поэтому для нас вообще большая радость, что с таким воодушевлением сегодня проходят эти дни подготовки к освящению Казанского собора. Все лучшее, что создавалось на данной территории, на данной земле, всегда передавалось в храм. Поэтому я очень надеюсь, что эта выставка обретет своего зрителя, своего посетителя. Особое место на выставке занимают эскизы. Выполнены они на обычной бумаге простым карандашом. И уже в красках их можно будет увидеть на стенах возрожденного собора Казанской иконы Божией Матери. При организации этой выставки помогали Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, архивы Петербурга и Москвы. Очень важно было при реставрации и воссоздании и реставрации пещерного храма, который в руинах все-таки дошел до нас, очень важно было сохранить все напластования исторические, связанные с этим местом явления Богородицы и обретения Казанской иконы. Выставку уже оценили первые посетители. Великолепно. Надо еще смотреть и смотреть. Эскизы, картины все эти расписанные очень хорошие. Впечатления от выставки потрясающие, потому что здесь в одной экспозиции собраны иконы и 16-18 веков, и артефакты, найденные при
раскопках собора. Очень понравилось то, что в Казани у нас дружат все религии, и независимо, какая у тебя вера, народ настолько добрый, настолько воспринял эту информацию с открытием храма. Организаторы уверены, выставка станет знаковым событием в культурной жизни России и Татарстана. Продлится она до конца сентября. Открытие Возрожденного собора станет событием мирового значения. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов встретился с участниками Международного молодежного образовательного форума «СЭЛЭТ». Он традиционно проходит в Белярске Алексеевского района. СЭЛЭТ вносит большой вклад в сохранение татарского языка и национальных традиций, подчеркнул президент. Эта миссия особенно актуальна в год родных языков и народного единства. В этом году форум соберет около 15 тысяч участников. Это представители Татарстана, 40 регионов России и 6 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из-за ковидных ограничений 9 тысяч из них будут участвовать онлайн. Sizga kelajakda da shulay aktiv bo'lishga, o'zingizga uylanlarga, o'zingiz ishlarga ham bizga sizga shartlar tug'diruv. Kelajakda da shulay birga bo'lamiz. Respublikamizni, millatimizni olg'a taба olib borishga nasib bo'lsin. Выпуск на этом завершен. Больше новостей ищите на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Июль не отстает от первого месяца лета по высоким температурным значениям, но и грозовые дожди не редкость. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево жителей ждет облачный день, возможны осадки. Днем плюс 27. Высокая температура ожидается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 27-28 градусов. По-прежнему пасмурно. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная погода. Облачно и плюс 28. Осадки не прекратятся в Арске, Кукмаре и Балтаси. Днем тепло, плюс 27-28 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температура сохраняется высокой, без осадков и солнечно. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше прогнозируется облачный день и плюс 28 градусов. В воскресенье небольшая облачность, жара сохранится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. В Казани переменная облачность. Ожидаются дожди. Временами с грозой. Температура ночью плюс 20. Днем 28 градусов выше 0. Ветер северный умеренный. При грозе порывистый. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. В магнитном поле Земли спокойно. Если заглянуть в календарь, то по примете на 17 июля облачность предвещает тепло в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки солнце будет радовать с самого утра. И облачность не прогнозируется. Тепла будет предостаточно. А это ли не повод отправиться за город? Прекрасных вам выходных. На этом наш выпуск завершен. До свидания.